Доброй традиции колядки в детском садике «Звездочка» не помешали и лютые холода. Правда, в этом году ребятишки колядовали по своим группам. Все как положено. Упрямая козочка, песни и зерно ребятишкам это запомнилось. Понравилось рассказывать песни. Какую песню ты пел? Это. Осень ты гулял по всем. Понравилось мне колядовать. Ты в каком костюме была? Коровка. Да? А у тебя были слова? Да. Какие? Не торопитесь убирать зерно. Козуля наша. У вас живет весь год, приносит счастье, радость и доход. Мне понравилось, когда мы рассказывали колядки, пели песни и раскидывали зерно, желали, что же у них была вот эта большая семья. Да, и золото, и серебра. Ага. А какие у тебя были слова? Вот это наряжались и шутили, праздник ждали и любили. Ах, давайте сейчас встретим мы его у вас. Как и было века назад, что наколядовали, весело поделили с друзьями. Было им очень интересно, потому что, мы проводим обряд колядования всегда в подготовительных группах, а они еще были старше в том году, то есть они только видели, когда подготовка приходит к нам и колядует, то есть угощает тоже печеньем, да, вот рождественским угощением. И ребятам было очень интересно прочувствовать это, как это происходит. Им было очень интересно одеть эти костюмы, разные стишки вот эти рассказывать, да, колядовать, песни петь. Мы ходили по группам, и ребятишки очень радовались тому, что мы пришли. Более четверти века здесь живет коляда, сейчас уже молодые. Педагоги поддерживают начинание. Действительно, вот как раз в рамках проведения года педагога и года наставника это является такая традиция, которая передается у нас от более старшего поколения к более молодому поколению. Сколько лет традиции? Больше 25 лет. Передать опыт, помочь, наставить, не утратить то, что накоплено в год наставничества. Я думаю, что не зря объявлен год наставничества в России, потому что наставники есть, они будут всегда. И все-таки большое внимание здесь надо уделить тем людям, которые передают свой богатый опыт. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.